Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Гурбангулы Бердымухамедов предложил Совету старейшин ОТГ создать собственное СМИ. Президент Туркменистана поздравил лидера ОАЭ с Национальным днем. Туркменистан принял участие в 5-й встрече министров иностранных дел формата Центральная Азия-Китай и другие новости. Во время рабочей поездки в Венгрию национальный лидер туркменского народа, председатель Халк-Маслихаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял участие в 16-м заседании Совета старейшин Организации тюркских государств в Будапеште. Выступая в качестве члена Совета и почетного гостя, председатель Халк-Маслихаты выдвинул несколько инициатив. В частности, национальный лидер туркменского народа предложил учредить газету, журнал или интернет-сайт Совета старейшин. В Хекимлике города Аркадак состоялась презентация нового произведения председателя Халк-Маслихаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова «Хакада Гёвхери». Как отмечалось, новый труд Гурбангулы Бердымухамедова, изданный на туркменском и английском языках, является выражением научных взглядов на богатую историю туркменского народа. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил сердечные поздравления и наилучшие пожелания президенту Объединенных Арабских Эмиратов шейху Мохаммеду бин Заед аль-Нахаяну по случаю Национального дня Объединенных Арабских Эмиратов. В своем обращении глава государства отметил, что многосторонние отношения, сложившиеся между Туркменистаном и ОАЭ, отличаются своей эффективностью и выразил надежду на их дальнейшее развитие. Делегация Туркменистана во главе с министром иностранных дел Рашидом Миредовым приняла участие в 5-й встрече министров иностранных дел формата Центральная Азия-Китай, состоявшейся в городе Чэнду. Главы МИД Туркменистана, Казахстана, Киргизстана, Таджикистана, Узбекистана и КНР обсудили приоритетные векторы сотрудничества, наметили актуальные направления дальнейшего партнерства. Состоялся обмен мнениями по ряду международных вопросов, региональной и глобальной повестки дня. Новый посол Туркменистана в Иране Ильяс Гаипов вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Ири Аббасу Аракчи. Глава внешнеполитического ведомства Ирана, поздравив Гаипова, выразил готовность к содействию в деятельности дальнейшего развития туркмено-иранских отношений, отличительной чертой которых является доверительный и конструктивный диалог. Оксфордский университет определил новый термин 2024 года. После масштабного голосования, в котором участвовали более 37 тысяч человек, победителем стал термин «brain rot». Современное выражение для описания интеллектуальной деградации. Языковые эксперты трактуют это понятие как постепенное ухудшение умственных способностей, вызванное чрезмерным потреблением онлайн-контента. Ученые Постдамского института климатических исследований обнародовали данные о масштабах деградации земель на нашей планете. По их подсчетам, площадь неплодородных территорий уже достигла 15 миллионов квадратных километров, что существенно превышает территорию Антарктиды. Темпы разрушения земельных ресурсов катастрофически быстры. Каждый год из хозяйственного оборота выбывает около 1 миллиона квадратных километров земель. Матч за Суперкубок Туркменистана по футболу между Аркадагом и Ахалом состоится на стадионе «Спорт Топлумы» в Балканабаде. В минувшем сезоне Аркадаг выиграл высшую лигу и Кубок Туркменистана. Таким образом, соперником подопечных Владимира Байрамова в матче за Суперкубок станет Ахал как финалист Кубка страны. Игра состоится в среду, 4 декабря. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.